Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые читатели нашей замечательной смарт-библиотеки 2.0.3. Приветствуем вас на наших новых, точнее на нашем первом уроке нового музыкального онлайн-курса. Здесь мы будем говорить о музыке и только о ней. Немного хотелось бы рассказать о себе. Я занимаюсь музыкой уже более 20 лет, с самого раннего детства. В основном я пианист, но и на протяжении этих 20 лет я освоил еще несколько инструментов. Правда, не на совсем профессиональном уровне, но мы здесь не обещаем вам, что вы станете суперпрофессионалами. Это у нас пойдет, эти курсы, как дополнительное музыкальное, гуманитарное даже, можно сказать, образование. Мы будем говорить и об истории, и о теории музыки. Будем в основном практиковаться, а в дальнейшем у нас будут и курсы, то есть уже не онлайн, не по интернету, а именно живьем. И, скорее всего, это будут групповые курсы. Вот. Будем создавать вокальные инструментальные ансамбли. Мы сейчас находились на более таком экспериментальном уровне. Ну, а сейчас мы переходим именно вот к онлайн, так как мы смарт-библиотека, к онлайн-курсам. 21 век, ура! Далее, что сегодня хотелось бы сказать? Сегодня у нас урок введения в то, чем мы будем заниматься на этих онлайн-курсах. Я буду рассказывать о тех инструментах, на которых я умею играть и на которых я могу вас научить и онлайн, в онлайн режиме, ну и так тоже, да. В общем, буду показывать первое, что это получается начальный уровень, с которого мы должны будем начинать наше обучение, и тот уровень, до которого я могу, в принципе, вас довести, если у вас хватит терпения. Как говорила мой профессор Юнона Михайловна Упхолова, 99% успеха музыканта – это труд и 1% таланта. Поэтому даже если у вас нет слуха, если у вас нет никакой практики, вы можете на самом деле научиться чему угодно в этой жизни. Я так считаю, и это доказано на практике, так как я в свое время открыл, несмотря на мой молодой возраст, школу, в которой дети обучаются с самого нуля. Вот, в общем, это доказано на практике. Поэтому не бойтесь ничего. Самое главное быть терпеливым, усидчивым, и все у вас получится. Это самое главное. Итак, начну рассказывать о тех инструментах, на которых мы будем с вами обучаться. Первый инструмент – это фортепиано, собственно, потому что я являюсь пианистом, поэтому он первый, и вообще это голова всей музыки, начало, так сказать. Второй инструмент – это вот наша маленькая подружка укулеле, гавайская гитара, так называемая. Далее, конечно, будет подробнее все рассказывать. Сейчас просто вам покажу, что у нас тут есть. У нас тут есть гитара классическая, да, шестиструнная, что немаловажно. И, как вы видите, за моей спиной вот ударная установка. Вот. Начнем с фортепиано. Первоначальный уровень. Первая песня, которую я выучил, это «У кота воркота». Надо играть и одновременно петь. Посадка у нас такая, то есть это как бы первый урок фортепианной музыки, так сказать, да. Нота до у нас смотрит ровно в пупок. Сидим на пятой точке ровненько и перекачиваемся с одного полушария на другое. Вот это для того, чтобы у нас было вот движение удобно, чтобы нам было играть. Кисть у нас не как лапша, допустим, да, вот. Это вот первоначальные такие вот как бы принципы игры, да, посадка и так далее. Это все будет уже отдельно. Поэтому сейчас просто я сыграю для вас песню «У кота воркота». У кота воркота, колыбелька хороша. Или же в нотах до, ре, ми, ре, до, ре, ми, ре, до. Немного забыл сказать о том, что самое главное в музыке, самое первоначальное, что изучают, это ритмика.
ритмика. То есть вот ритмика этой простейшей песни такова. Ти-ти-та, ти-ти-та, ти-ти-та-та-та-та-та. И вот в четком ритме мы должны, то, что нам дирижер или учитель нам дал темп, какой темп задал. Если быстрый темп, та-та-ти-ти-ти-та, та-та-ти-ти-ти-та. Вот. То есть эти все нюансы мы тоже будем изучать. Это немного бывает сложно некоторым людям с внутренней аритмией, так сказать, да, но это все излечимо, уверяю вас. Вот. Это первое, да, как бы первоначальный уровень. Теперь тот уровень, на котором нахожусь сейчас я. Это, естественно, самая сложная музыка, которая, ну, и в музыке вообще нет предела, да, как бы совершенства. Поэтому тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, это отрывок из пьесы Оскара Питерсона, это джазовая, конечно же, произведение. Самая сложная музыка — это джаз, вот, для исполнения и вообще для всего. Вот отрывок из The Newness of You. А также я могу обучать импровизации и композиции, так как являюсь членом молодежного отделения Союза композиторов России, потому что в композиции первое — это у нас импровизация, да, то есть на чем строится композиция. И одно из сложнейших, что я освоил пока что, это введение басовой линии в левой руке, а в правой руке либо тема, либо гармония. Это, допустим, ну и так далее, да. То есть левая рука у нас живет отдельной жизнью, это как будто отдельный человек, то есть бас-гитарист, да, то есть можно играть без бас-гитариста абсолютно. Но я очень люблю, на самом деле, бас-гитару. К сожалению, у нас пока еще ее нет, но в будущем, я надеюсь, будет. Вот. Это вот максимальный такой уровень, да, то есть вот импровизации. Или же еще сложнее, то, что я сейчас прямо учу, сам изучаю, это бибоп, очень сложная музыка, очень быстрая. Ну и так далее, да. Ее играют сейчас в барах, это 60-е годы. Вот, сейчас ее играют в барах Петербурга, Москвы и так далее. Ну и на концертах тоже, конечно. Вот, это то, что сейчас о фортепиано. Забыл сказать немного о классике. Классика, она остается классикой, поэтому если вы хотите и классику обучать, изучать, то классике тоже мы можем обучиться, потому что мы будем изучать нотную грамоту. Если вы выучите нотную грамоту, вы сможете играть любую написанную в нотах музыку. Вот. Из классики, допустим, я остановился сейчас на Шопене. Ну и так далее. Да? Это Ноктюрн 20 из кинофильма «Пианист». Так, далее. Перейдем к нашей маленькой сестричке укулеле. Что мы с ней можем сделать? Да? Во-первых, мы должны знать строй, что это гриф и так далее. Да? Первое, чему я обучаю, это, конечно же, постановка пальцев, аккорды сразу же. Моя методика обучения, она более ускоренная, потому что я перескакиваю некоторые моменты, которые, в принципе, нужны будут потом, когда сложную музыку будем играть. Вот, допустим, 3 аккорда. С, F, G, C. Расстановка пальцев, это называется аппликатура, да, допустим, вы изучаете и бой, все. Вот, допустим, вот эти 3 простейших аккорда, на них очень много детских и не только детских песен. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Эй! Ну, в общем, не только детские песни есть на эти аккорды, как я уже сказал, да. Можем изучить, допустим, того же Цоя на укулеле, хотя это звучит и выглядит немножко странно, да, такая брутальная музыка, типа... И так далее, да. То есть сейчас я на каком уровне нахожусь на укулеле, продемонстрирую. Да, то есть это использование аккордов и мелодии, которая скрыта в этих аккордах, то есть это как бы аккордовые замены называются, да? То есть аккорды со скрытой мелодией.
Вот, то есть отдельно мы ведем и аккордовую линию, и мелодическую линию. И получается у нас такая вот. Вот эту фишку, кстати, я сам написал. Вот. Так, далее мы переходим к более таким традиционным, да, инструментам, на которых большинство людей хотят играть, которые более популярны. Это вот, допустим, у нас наша старая добрая гитара. Ну, тот же самый Цой, да, опять вернемся к нему. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, ну и так далее, да? Вот, это уровень, с которым, ну, такой дворовой, да, можно его так назвать. Здесь то же самое, что и на укулеле, это позиции, бой и как бы основные аккорды, которые нам нужны. Их, ну, мне кажется, штук 12 будет достаточно, чтобы знать все блатные и все дворовые песни. Это на самом деле не так сложно. Главное, чтобы не было ногтей, чтобы они не мешали. Это девчонок касается. И у парней, чтобы было больше терпения. Вот. В основном гитара, конечно, очень сложный инструмент для меня, мне кажется, так, потому что есть такие мастера, что просто крышу сносит. Допустим, один из моих любимейших мастеров гитарной музыки — это Джон Фрусciante. Кстати, он недавно вернулся в мою любимую группу Red Hot Chili Peppers. И вот один отрывок из его песни. Большой отрывок, это называется у нас перебор, да? Играет его медиатором, но я его сыграл сейчас пальцами. То есть дворовые песни тоже играются перебором. Вот. Ну, это все, наверное, узнали из Любэ, да? Получается. Также играется и джаз, и соул перебором, соединяя, как и вот на укулеле я показывал, аккордовую и мелодику, да, то есть. Да, ну, как бы боссановую. И так далее. Испанская музыка, не знаю, народная. И так далее. В общем, всему этому, в принципе, не так уж сложно научиться. Главное, чтобы было, опять-таки, терпение. Вот. Это у нас наша старая добрая гитара. Сейчас мы ее безопасно поставим, потому что мы сейчас переходим к барабанам. Итак, первоначальный уровень занятий на барабанах — это постановка удара. Мы должны бить ровно в центр, палочкой держим вот так, то есть не как-то вот так или еще как-то. В общем, эти нюансы мы тоже будем изучать. Покажу первоначальный уровень. Четко отбиваем ритм под метроном. Что такое метроном? Так, он у нас тут стоит очень быстро. Сейчас мы его замедлим. Слышите, да? Темп уменьшается. Частота ударов. Вот. И так далее. То есть под метроном мы отрабатываем свой удар, чтобы он был у нас четким, ясным и без всяких лишних призвуков и так далее. Да? Вот. Так как у нас электронные здесь барабаны, это немножко сложно сейчас сделать. Вот. Ну, далее, чему обучаются барабанщики, это, конечно, координация движений. Да? То есть левая нога,
правая нога, то есть правая нога у нас отвечает за бочку. И также ровненько мы под метроном. Соединяем с правой или же с левой рукой, с левой. Раз, два, три, четыре. То есть раз, два, три, четыре, а на 2, 4 мы добавляем левую руку. И далее мы добавляем правую руку. По 2 удара на каждую долю. Доля это у нас раз, два, три, четыре. И получается у нас такой ритм, да, получается. 3, 4. Я немножко тороплюсь. Вот. Ну и уровень, на котором я сейчас нахожусь, я немножко неправильно учился, потому что сам учился. Я играю наоборот зеркально, то есть руками. Да? Мы должны играть вот как бы так, это называется хай-хет. По хай-хету мы должны ударять правой рукой, а я ударяю почему-то левой. У меня как-то так вот сместилось. Но это вот лично моя такая вот ошибка на самом деле. Да? Но тем не менее я играю. Поехали, сейчас попробую показать вам тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. Или же уровень типа самбы, джаза, то есть приближенный более к западу, да? Вот как-то так, да? Можно играть джаз, да, то есть свинговую музыку, получается. У меня не очень еще получается. Надо больше практики. Как вы смогли увидеть, в принципе, все это не так сложно, как кажется. Главное стараться и интересоваться всем этим, и не только в плане практики, но и обогащать свой ум и душу музыкой и знаниями о ней. В нашей библиотеке, в смарт-библиотеке 2.0.3 вы сможете найти эксклюзивные материалы, книги на эту тематику, на музыкальную тематику, а также наших якутских авторах даже. Вот. И также обучиться у нас музицированию на том уровне, до которого вы сможете сами дойти, до которого вы сможете сами захотеть дойти. Самое главное, вот именно ключевое слово здесь «захотеть». Следующий наш урок будет посвящен самому главному в музыке – это ритмика. Увидимся там, и спасибо за просмотр, жмите лайки. Всем пока, с вами была Смарт-библиотека 2.0.3, и это первый урок онлайн музыкального курса. Спасибо всем за внимание.